بسم الله الرحمن الرحيم. Также из того, что объединяет слово, название данной лекции — ан-насиха, проявление искренности. Это путь к объединению слова. Арабское слово «насиха» взято от выражения «шай'ун насих», то есть чистая вещь. Это искренность и чистота от лжи, чтобы в человеке не было лжи, и внутренняя его сторона противоречила внешней. Однако необходимо, чтобы внешнее и внутреннее соответствовало истине, чтобы человек был искренним, то есть чистым от лжи. Говорят, эта вещь насих, то есть чистая. Говорят, это молоко насих, то есть чистое от примесей воды, не смешанное с чем-либо другим. Таким образом, слово насиха взято от арабского слова нусх, которое означает чистота от лжи и плохих примесей. Это и есть искренность. Человек должен быть искренним, то есть чистым, внешне и внутренне. Он не должен показывать то, что не соответствует тому, что у него внутри. Это путь лицемеров, которые будут в самой низшей части огня ада, которые распространяют на земле нечестие и ничего не улучшают. По отношению к кому же необходимо проявлять искренность? И где же ее место? Разъяснил это посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в кратком, всеобъемлющем хадисе. Этот хадис передает Тамим ад-Дари, да будет доволен им Аллах. Он сказал посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, религия — это проявление искренности. Мы спросили, по отношению к кому посланник Аллаха? Он сказал, по отношению к Аллаху, Его книге, Его посланнику, по отношению к правителям мусульман и к обычным из числа их. Он указал на 4 случая, в которых нужно проявлять искренность. Посредством искренности религия становится полная. Вся религия с ее 3 степенями — ислам, иман, ихсан — все это входит в проявление искренности. И краткое определение искренности — это то, когда внешнее соответствует внутреннему, в вере, в религии. Это и есть искренность. Искренность по отношению к Аллаху, всемогущен и возвышен, проявляется в поклонении Ему, единому, у которого нет сотоварища, в поклонении Ему, единому, у которого нет сотоварища. А что же касается того, кто поклоняется Аллаху и поклоняется кому-либо наряду с Ним, то он не является искренним. Он смешал свое поклонение, он является лжецом, и он не будет искренним по отношению к Аллаху, кроме как только если он очистил свое вероубеждение ради Аллаха. О нет, кто покорил свой лик Аллаху, совершает добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены. Покорить свой лик Аллаху, то есть стал искренним по отношению к Аллаху, внешне и внутренне. Это и есть искренность. Совершая добро, то есть он следует за посланником, да благословит его Аллах и приветствует. Не следует ни за кем, кроме посланника, и не подражает кому-либо, кроме него. Однако же примером для подражания и его руководителем является посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В его поклонении Аллаху
Он поклоняется Аллаху посредством того, с чем пришел этот посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Он не поклоняется Аллаху посредством того, с чем пришел кто-либо, или какой-то шейх, или каким-то методом, и тому подобное. Также из проявления искренности по отношению к Аллаху всемогущен и возвышен подтверждение Его имен и атрибутов, так, как это пришло в книге Аллаха и Сунне, без искажения и отрицания, без вопроса «как» и без уподобления. Это из проявления искренности по отношению к Аллаху, пречист Он и возвышен. Это искренность по отношению к Аллаху. Именно она объединяет мусульман. Не объединит мусульман ничего, кроме правильного вероубеждения, как бы ни старались и что бы ни говорили. Говорят, оставьте людей на их убеждениях, объединитесь и не запутывайте людей напоминаниями о вероубеждении и его разногласиях. Это невозможно, невыполнимо, чтобы люди объединились на чем-то другом, кроме правильного вероубеждения, как бы они ни старались. Это из проявления лжи по отношению к людям. Нет объединения, кроме как посредством правильного вероубеждения. Кроме как посредством свидетельства. Нет божества, достойного для поклонения, кроме Аллаха, с которым пришел посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которого объединила между Сальманом Аль-Фариси и Билялем Аль-Хабаши и Сухайбом Ар-Руми, и между Абу Бакром Ас-Сиддиком и Умаром ибн Аль-Хаттабом, Усманом ибн Аффаном и Али ибн Аби Талибом и остальными сподвижниками. Это свидетельство объединило их. Помните о милости, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами, а Он сплотил ваши сердца, и по Его милости вы стали братьями. Братьями. После того, как были врагами, они стали братьями. Посредством чего? Посредством этого вероубеждения, единобожия. И по Его милости вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения, быть может, вы последуете прямым путем. И если мы хотим единства слова и объединения слова, то нам необходимо вернуться к основе, которая объединила между арабом и неарабом, и между свободными людьми и рабами, и между различными классами людей. Мы должны вернуться к той основе, которая объединила их, а это значение свидетельства «Ля иляха илляллах», которое заключает в себе слово, действие и убеждение. Это и есть проявление искренности по отношению к Аллаху, пречист Он и возвышен. А что же касается того, кто говорит, что он уверовал в Аллаха, а он не является верующим? Среди людей есть такие, которые говорят, мы уверовали в Аллаха и последний день, однако суть они неверующие. Они пытаются обмануть Аллаха и верующих, но обманывают только самих себя и не осознают этого. Такой не является искренним. Он является лжецом. Он не искренний.